В эфире «Заман». Сегодня 4 ноября. Это 981-й день аннексии Крыма. В студии Скандер Меметов. Сегодня в выпуске. В Киеве стартовало 6-е заседание Всемирного конгресса крымских татар. Решение подобных проблем зависит от стран и международных организаций. Очередной теракт в Турции. Из Турции в Крым начал курсировать паром. Члены исполкома Всемирного конгресса крымских татар в 6-й раз собрались на заседание. В Киеве обсудили активизацию деятельности крымско-татарских диаспор в разных странах мира, права и свободы крымских татар, а также укрепление международной поддержки коренного народа Крыма. На заседании ожидали и пропавшего весной члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. В этот раз кресло занял его отец Умер Ибрагимов. Президент Конгресса Рифат Чубаров отчитался о проделанной работе. Сообщил, что на следующей неделе планируется рассмотрение 2 законопроектов о статусе крымских татар и о коренных народах Крыма. С оккупированного полуострова в Киев приехал первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. Мы взвалили на свои плечи очень сложные задачи. Решение подобных проблем зависит от стран и международных организаций. Например, если такой маленький народ, как наш, будет активен в действиях, мы не сможем решить это. Представители Турции ждут от Конгресса более активной работы. Отметили, в последнее время турецкая диаспора крымских татар активизировалась. После оккупации Крыма у крымских татар, живущих в Турции, возросло чувство патриотизма. Крымские татары, которые ранее принимали участие в культурных мероприятиях, сейчас выходят на политические акции и заявляют, что Крым – их родина. Разногласия возникли в молодежном блоке Конгресса. Председатель ревизионной комиссии Курултая Али Азинбаш призвал не вмешиваться в работу молодежного Курултая, так как это отдельная общественная организация. Появилась шутка. Взрослые как коммунисты, молодежь как комсомолы. Знаете, кто такие комсомольцы? Да, конечно, мы должны активно включаться в эту работу. Как и раньше, молодежь играет важную роль в крымско-татарском национальном движении. На Конгрессе отдельное место выделили пропавшему члену исполкома Всемирного конгресса Эрвину Ибрагимову. 1 августа на заседании в Эскишехире кресло пропавшего активиста осталось пустым. Сегодня место Ибрагимова занял его отец. Здесь присутствуют представители разных стран. Хочу спросить у них, как найти своего сына. Искали в Крыму, 5 месяцев прошло, не нашли. Вынужден был приехать и услышать мнение участников Конгресса. Осман Пашаев, Роман Спиридонов, Ислам Пинка, Заман, АТР. Между Крымом и Турцией, несмотря на санкции, курсирует морское судно. «Варяг» в обход санкций возит людей и овощи из турецкого порта Зонгулдак в Крым. Разбиралась в ситуации наша журналист в Турции Мине Халил. Из Севастополя в турецкий порт Зонгулдак зашло грузовое судно «Варяг». Судно простояло в порту 5 дней, пока на него осуществлялась погрузка цитрусовых и овощей. После этого «Варяг» направится обратно в Севастополь. Судно отплывет завтра. У нас пока есть только один пассажир. Стоимость провоза автомобиля $600, а пассажирам 100. Через сколько часов мы будем в Севастополе? Примерно 20-22 часа. Крымские порты находятся под международными санкциями, и на суда может быть наложено эмбарго за нарушение. Я слышала, что в ближайшие дни есть корабль, так сказали в Зонгулдаке. Не успеете. Судно отходит в полдень. Как же он называется? «Варяг». «Варяг», да. Оно идет в Крым сегодня? Да, в Севастополь. В Севастополь. Несмотря на запреты, в ближайшее время планируется отправка еще одного судна из Зонгулдака в Севастополь, на этот раз пассажирского. Как вы сказали, называется судно, которое должно скоро отплыть? Эрке. Это пассажирский лайнер? Да, верно. «Варяг» является первым судном, связавшим оккупированный Крым с Турцией после потепления отношений между Путиным и Эрдоганом.
Из Крыма в Турцию судно прибыло пустым, а уже груженное овощами и фруктами направится обратно в Крым. Председатель крымско-татарских диаспор Турции Тунчер Калкай прокомментировал ситуацию с крымским варягом в Зонгулдаке. В Турции намерены расследовать законность этого крымско-турецкого сообщения. Я не очень хорошо знаком с этой проблемой, не знаю, как это произошло. Если это действительно произошло, мы обязательно изучим эту проблему и сделаем соответствующее заявление. Мощный взрыв погремел в турецком Диярбакыре, административном центре турецкого Курдистана. В результате взрыва погибли 8 человек и около 100 раненых. Инцидент произошел после того, как ночью арестовали 11 депутатов из прокурдской демократической партии нардов. Взрыв прогремел возле отделения полиции, куда доставили задержанных. В Сирии подорвали российский вертолет. Это произошло в провинции Хомс. Российские военные не пострадали. Весной 2015 года Россия начала военную кампанию в Сирии. В марте этого года президент России Владимир Путин приказал вывести из Сирии большинство войск. Однако российские военные остались на территории страны и продолжают военные действия. Из Севастополя в Сирию вышел российский военный корабль. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» усилит военно-морской флот России в Сирии. Корабль способен нести на борту до 8 крылатых ракет «Калибр», а также 36 зенитных управляемых ракет комплекса «Штиль-1», то есть морской версии зенитного комплекса «Бук». Слезы радости. Украинский журналист Юрий Мацарский, который сейчас находится в районе города Мосул в Ираке, опубликовал видео, где офицеры иракской армии встречают женщину, сбежавшую от террористов Исламского государства. Автор видео подчеркивает, офицеры, встречающие женщину, с ней не знакомы, однако плакали. Операция по освобождению Мосула от ИГИЛ продолжается уже несколько недель. Ее проводит иракская армия при поддержке коалиции стран Запада. Как сэкономить на Керченском пароме? Из-за очередей на Керченской переправе и с целью экономии водители двух фур погрузили одну машину на другую. Однако, как сообщают свидетели, во время переправы один из грузовиков сполз со второго из-за штормящего моря. Более 20 машин с надписью «Груз-200» за 2,5 года вывезли с востока Украины погибших в войне россиян. Такие данные обнародовала мониторинговая миссия ОБСЕ. Последний грузовик, загруженный 200-ми, пересек границу Украины с Россией 27 октября, рассказал представитель США при ОБСЕ посол Дэниел Байер. Но Кремль продолжает отрицать свое участие в конфликте на востоке Украины. Дело о теракте в Новоалексеевке рассмотрит суд присяжных. Такое решение принял сам подсудимый, одессит Валерий Долапчи. Ему грозит пожизненное заключение за организацию теракта. 14 апреля этого года в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области, вблизи с административной границей Крыма, взорвался заминированный автомобиль с одесскими номерами. В результате взрыва 1 человек погиб и 4 получили ранения. Я пришел сегодня не как глава администрации, а просто как человек, как гражданин Украины, посмотреть в глаза мрази и подонку, который возомнил из себя вершителя судеб, который планомерно готовился и совершил теракт в Херсонской области и Геническом районе, вследствие которого погиб человек, были много пострадавших. Ароматный кофе, крымско-татарский тым-тым и настоящий султан. В университете Шевченко подвели итоги недели тюркских языков. Студенты устроили концерт, пригласили и нашу съемочную группу.
Неделя тюркских языков в Киевском университете Шевченко завершилась ярко. Студенты крымско-татарской филологии и исторического факультета подготовили театральный перформанс, в котором вспыхнуло настоящее пламя. Тым-тым и хайтарма. Гостей концерта завораживали и крымско-татарскими танцами. Мне очень понравилось, потому что это дает возможность нам больше друг друга узнавать и представлять также свою культуру, показывать свои танцы, свою музыку. И этот концерт был очень полезен. Как по мне, очень полезно, потому что каждый год приходят первокурсники. Вот каждый год у нас открываются новые языки: крымско-татарский, гагаузский. И этим детям их очень важно заинтересовать. На кафедре тюркологии открылись новые специальности, поэтому преподаватели решили познакомить студентов вуза с разными культурами и языками. У нас був День турецької культури розхною, у нас був кримсько-татарської культури з кримсько-татарською кухнею, у нас вчора був День гагаузької культури, який був пов'язаний із представленням гагаузьких традицій, була відповідна презентація. Кожен день був самобутній, тому мені сподобались, в принципі, всі дні. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Лидия Полянская, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Это все новости на этот час. Смотрите следующий выпуск с новостей Шевкетом Намутулаевым и узнавайте больше. Будьте с АТР. Всего хорошего.